Так, всем добрый вечер. У тебя КНН. Сейчас посмотрим, как выглядит эфир. Ставил новые штативы, новое освещение. Придется вообще конкретно сидеть в очках, потому что бьет прям сильно по глазам. Так, может быть, даже потом свет тут выключу. И я себя не вижу. Не вижу, потому что... Почему? Потому что решил не фронтальной камерой, а основной камерой записывать видео. Сейчас посмотрим, как выглядит картинка. Так, ну слышно меня вроде хорошо. Так, ну слышно меня вроде хорошо. Картинка вроде по качеству не так. Со светом. Так, это, наверное, все-таки мы вырубаем. Так, это вырубаем. Так, убираем и свет. Так, как-то он так сверху вниз. Немножко, чтобы это было не сверху вниз. Так. Надо, чтобы она перед глазами была, эта камера. По-моему, уже лучше, да? По-моему, уже что-то. Как будто бы уже что-то. Все, я в центре? Или я не в центре? Так. Hello, привет. Так, ну вроде я уже в центре, окей. Угу. Так, сейчас давайте я опубликую в Телеграме. Пишите, как дела, откуда смотрите, как настроение, как вечер проводите. Слышно ли меня хорошо? Фоновая музыка мешает, не мешает? В общем, в таком роде я пока... Так, эфир начался. Пишу это в группу. Эфир начался. Все, окей. Здесь мы публикуем. Привет. Значит, привет, Кейдж Сандра, если правильно прочитал. Редик 16 Китиах, привет. Денис Зизак, привет. Привет, hello. Редик. Классно эти эмоджи. Рыбки, да, какой-то? Так, окей. Так, ноутбук надо поднять чуть-чуть. Так, из подготовительных нам осталось опубликовать вам. Так, сообщение, интересно, тут влезет такое? Это у нас не влезет. Ладно. Тогда по отдельности. Есть, в общем, такой сайт, озвучка слов и фраз. Это вот такой сайт. Будет как ссылка. Это можно на якутском писать слова, там есть даже алфавит. Ну, буковки якутские, да? Так. Это раз. Потом что еще? В общем, сегодня, пока я ищу, я тут хотел опубликовать, сегодня мы повторим слова, наверное, из начальных, из самого начала. Не которые Хаган когда мы уже много раз повторили. Кстати, хотел поблагодарить за донат Мираса.
До этого Дарья отправляла, и Мирас тоже отправлял. То есть 2 доната. Это либо мне кажется, это разные, потому что Мирас было 2, по-моему, а крайне Мирас А, у него была 1. Вот, и, допустим, если пишут комментарий, я разбираю тему. Я разбираю тему в стиле Shorts. У меня есть несколько каналов. Давайте я вам сейчас... Hi, Julius. Вот это словарь Сахатыла. Здесь можно... Такой же Сахатыла можно скачать на телефон и в любой момент иметь какие-то переводы. Напишите, как у вас дела, как настроение, чем занимаетесь, откуда пишете. Там ссылка на Telegram, там есть тесты. Вот сегодня слова, которые будут, мама, папа и так далее. Там тесты такие есть, одни из первых, там есть оглавление на этом сайте, на этом Telegram-канале. Так, ну давайте закрепим еще, наверное, все-таки карту. Наверное, закрепим на всякий случай. Кто захочет тоже поблагодарить или захочет, чтобы я в своем стиле записал шортс, то есть могу вашу тему разобрать. Я разбираю на 3 разных каналах, но стиль примерно одинаковый. Что это значит, да? Не знаю, как попало в рекомендации. Радик 16. Ну, как-то попало. Потому что Якутск, наверное, поэтому. Так. Вот здесь, в общем, такая есть карта у меня. У меня она автоматом заполняется. В налоговую сразу отправляется донат, фиксируется. Вот. Поэтому, если есть кого желание, отправляйте, какой-то процент мне пойдет. Так. Также есть Donation Address, вот ссылочку закрепил. Так, отсюда мы выходим. И сейчас будем, наверное, начинать писать. Вот, в общем, у меня есть 3 канала. Есть канал Скотт, где я обсуждаю новости, значит, шоу-бизнеса. Там здорово заходит, да, там, про ЧБД. Там 1 миллион с лишним в Инстаграме, 1 800 000 набрало. В Ютубе 1 400 000, по-моему. Так, неудобно, далеко как-то у меня стоит этот ноутбук. Сейчас мы поближе сделаем его. В общем, и вот я делаю там разбор бокса, разбор новостей звезд, то есть какие-то психологические моменты, выводы какие-то делаю. В общем, мне люди заказывают, бывает за донаты, за небольшие, бывает побольше. Вот уже начал потихоньку отправлять, что приятно. И могу якутский разобрать, английский. Ну, якутский, наверное, не прям сильно грамматику все хорошо знаю, но тоже какие-то моменты могу. То есть можете по темам говорить, что сделать. Но вот Мирас отправил, и я разберу следующим шортсом местоимения. Хотя их мы уже разбирали давным-давно, но их надо повторить, записать новый шортс. В общем, в таком роде. И еще планирую, я сейчас учусь это же вертикальное видео, да, вот желательно вести в Ютубе и в шортсах тоже. Но вот учусь вести горизонтальные видео. Вот. На Скотте уже попробовал, как это будет выглядеть примерно. Начинаю представление иметь. Так, что у нас касается сегодняшнего, что мы с вами повторим. Я хочу, чтобы мои видео, эфиры были полезны, и поэтому я буду говорить, сильно много времени не буду давать на ваши ответы, посмотрим по реакции. Хотелось бы больше проходить, успевать, и, в общем, поехали. Первое слово у нас будет ИЕ. ИЕ – это у нас, давайте вот пишу на якутском языке, на языке Сахатыла. Сахатыла – это якутский язык. ИЕ – это у нас мама. Кстати, ставьте, пожалуйста, лайки. Поддержите лайком, комментарием. Так. Е – это у нас мама. Дальше пишем. Что я хотел сказать, пока вот не записал. Второе слово будет ага. Да? Ага. Вот я напишу.
как вот писать такими буковками, как я пишу, да? Это надо... Что-то мне не нравится, как я настроил себя, выгляжу. Так. Это сверху вниз идет. А вот так, если будет. Сейчас посмотрим, как эфир будет. Ага, это у нас папа. Так. Теперь видно ноутбук. Так, вот так. Лучше будет. Вот как-то так. Во. Неплохо. Значит, ИЕ – это мама. Ага, это папа. Дальше. Так вот, и как писать вот эти якутскими символами, чтобы клавиатура оставалась русской, да? Что на телефоне, что в Ютубе появилась возможность в официальной клавиатуре. Раньше надо было другую клавиатуру скачивать, а сейчас можно прямо в официальной клавиатуре скачать сахат-ла или якутский язык. И там буковки, если на телефоне, очень интуитивно понятны, то есть там будет S это Х, там Г это Г, О это Ö, да, У это Ü, то есть интуитивно очень понятные. А что касается на клавиатуре, вот Windows я скачал, здесь не очень интуитивно понятно. Здесь будет правый Alt, и вот они поменяли расположение, раньше так не было. Значит, это Ё это Ö, Ю это Ü, ну, то есть это посложнее чуть привыкать, но тоже можно привыкнуть. Так, дальше у нас идет мама и Е, ага, папа. Так, давайте теперь то, где возникает больше всего споров, это эге. Эге. Даю вам маленько времени, вдруг кто успеет написать. Эге. Смотрим чат. Это бабушка, это дедушка и медведь. Так, дедушка. Дедушка, медведь. Почему с одной буковкой да, в конце, а не две Г? Это частый комментарий, часто об этом пишут и в Телеграме, и в Ютубе, и меня пытаются выставить, что я такой вот плохой. Но посмотрите сейчас в чате, это когда обращаемся к дедушке. Там, когда вот стоит перед вами дедушка, будет вы к нему обращаетесь. А если просто дедушка, это будет И то же самое касаемо бабушки. Бабушка очень одноименно похожа со звучанием бабушка, это у нас эбе. И опять же, эбе это у нас бабушка, а эбе это у нас обращаемся к бабушке. Эбе. Стоим около бабушки, говорим эбе. Присматривайте, пожалуйста, предыдущие эфиры. В предыдущих эфирах мы с вами разбирали, по-моему, 29 ответов на вопрос хаган. То есть мы там делали хаган когда, там, сарсын завтра, сарсерда утром, кюнюсь днем. То есть вот такие ходовые варианты, сотору скоро и так далее, что можно использовать уже в обычной жизни. Также вот на одноименный канал Can Learn ИКТ переходите, как и YouTube мной называется. Can, нижнее подчеркивание, Learn, нижнее подчеркивание, ИКТ. Вот в Telegram переходите, и там я тоже публикую и тесты, и интересные слова. В принципе, как и в YouTube-сообществе, там чуть другие. Вот. Ну, во всяком случае, другой последовательности. И там я вот перевожу там такие, как торговые центры РЛ, это Надежда, Мадун. Я все время это повторяю, чтобы запоминалось уже. Мадун мощный, Дохсун дерзкий, Долгун волна и так далее. Эреге это триумф, СК триумф, да? Так, значит, что мы с вами повторили? Ие мама, ага папа, ого. Ого мы говорили? Умнее бы. Эге дедушка, эбе бабушка. Ого теперь. Ого. Ого вспоминаем. Ого это у нас ребенок.
Ой-ой-ой. О-ля-ля. Вылетело. Кстати, у меня, видите, новые покупки. Я купил, получается, штатив новый, дополнительный второй. У меня вот освещение. Так, петлички. И вот купил еще роутер. Сейчас должно скорость побыстрее быть и меньше глючить должно. Ого, это у нас ребенок. Ого, ребенок. Мне там в якутском языке пишут: Мария, помогу с деньгами. Мария Кравцова пишет. Надо посмотреть, к какому комментарию. Ну да, приятно, спасибо. Да. Очень приятно. Видите, я все, если мне что-то отправляют, мне пока не так много отправляют, но уже хоть какая-то тенденция есть. Вот самый большой донат был 1000, чуть поменьше это 500 были, и вот 100 и 300 были, вот такие 50 даже. Ну, в общем, любым рад, даже 50 и так далее. Это не даже, а тем более как бы рад. Как бы любое хорошо. Пишите комментарии, я стараюсь каждый донат озвучивать. Если вы скажете, что озвучу ваше имя, там, фамилию, озвучу имя, фамилию. Если ничего не сказано, то только имя озвучу. И могу, если захотите, вашу сумму озвучить, если вы попросите. Если не попросите, не буду говорить. Ну и вот разбирать тему могу. Английский, якутский, на разных каналах, да. И на канале Скотт новости, там, спорт и так далее. Так, значит, это поболтали. Значит, что у нас идет? Ага, это папа. Ого, это у нас ребенок. Ие – это мама, эбе – бабушка, эбе, то есть как бы обращайтесь, эбе – это бабушке обращайтесь, эге – это дедушка или медведь, и эге – это как обращение, две «э». Так, далее, клавиатуру я вам сказал, как установить. Так, про семью, значит, продолжаем. У нас что будет? All. All – это у нас кто? Вспоминаем. 5, 4, 3, 2, 1. Это у нас мальчик. All – мальчик, парень, юноша. Дальше кыс. Кыс. Когда две гласные стоят, это как ударение, что кыс. То есть в якутском языке нет ударения, вот это как бы обозначение. Кыс – это девочка, девушка. Так, значит, повторяем с вами. Мама – ие, папа – ага, ребенок – ого, бабушка – эбе, мальчик – уол, девочка – кыс, дедушка – медведь – эге. По-моему, все назвали. Так. Я напоминаю, что эти все слова, и с ними есть тесты, там есть бесконечные тесты. Не помню, с оценками теста на них были, не были, но бесконечные тесты точно были. То есть вы можете прям нарабатывать, составлять предложения такие, там простые словосочетания онлайн, в телеграм-канал перейти, там все бесплатно. Вот, закреплять вот слова. Прям подряд будет вам выходить. Вы можете там выбирать карточки, либо с вариантами ответов, либо просто карточки словами, прям выбираете 4 варианта, да. Либо карточка, что одно слово будет, там, на русском или на якутском, допустим, мама, нажали на карточку, будет, там, перевернулась ие, ну, то есть вы можете по-разному отрабатывать, либо будет мама написано, и 4 варианта, и это можно с русского на якутский, с якутского на русский, в общем, переходите в Телеграм, там, в общем, есть такие тесты, вы можете эти слова отрабатывать, не только эфиры смотреть. В общем, наше радио продолжает дальше, пишите свои вопросы, пожелания, что это получается, не получается, записывайте, слова выписывайте, используйте их. Маму увидели, говорите ие, мама. Бабушку увидели, эбе. Благо, у кого бабушка есть, цените бабушек, дедушек. У меня уже давно никого нет уже, ни бабушек, ни дедушек. Так, давайте вспомнили раз про Хаган, когда у нас было утром. Ну и также можно вспомнить Сарсерда. Сарсерда – это у нас утро. Как тебя звать? Меня зовут Киану Ривз. Меня зовут Джон Леннон.
когда с длинными волосами. Меня зовут Александр. Вот. Погнулись очки у меня. Но когда я сижу в очках защитных, у меня глаза оперированные, у меня светит свет, я пытаюсь вот адаптироваться, по-разному ставлю свет, эти стативы переставляю. Мне написали, что не хочешь, чтобы закрепилось это, называют лепс иногда. Но я сомневаюсь, что на лепса похож. Петро Яськов. Классно у вас имя, Петро. Как Петр, да? Петро. Классно звучит. Ну, на русском, наверное, Петр, да? Будет ближе. Если... Так, мы написали Сарсерда утром. Сарсерда – это утро. Утром, да? То есть вспоминаем предыдущие прямые эфиры. Хаган – когда? Сарсерда утром. Давайте коротко повторим. Днем, значит, у нас будет кюнюсь. Так, Alt, U. Вот это у меня почему-то не проходит сейчас. Вот, отключилось. Так. Кюнюсь. Кюнюсь – это у нас днем. Хаган, когда? Сарсерда утром. Хаган, когда? Кюнюсь днем. Кеге. Так, мягкий знак. Альт, мягкий знак. Кеге. Когда? Кеге. Вечером, да? Это мы коротко вспомним, раз уж про Сарсерда сказали, вспомним предыдущие эфиры. И ночью. Тюн. Так, ю, да? Альт, ю. Тюн. Тюн – это у нас ночью. Хаган, когда? Сарсерда, кюнюсь. Кеге. Тюн. Дальше, давайте более такое созвучно на русском языке будет понятно, что это заимствованное. Хотя в якутском языке очень много своих слов. И чаще, когда изучаешь новый язык для русскоязычных, что в английском, что когда в якутском, надо искать слова, которые заимствованные, похожие. Вот, а потом уже добавлять другие слова, потому что сюда есть еще и другие. Но в данном случае «скола» созвучно у нас. Как думаете, что это? Как думаете? Напишите в комментарии. Я думаю, вы догадались, что такое «скола». Поставьте, пожалуйста, ваш комментарий. Ваш лайк. Напишите комментарий. Я вот жду. «Скола» созвучно с русским. Как будет? Ну, хорошо. Я думаю, кто-то догадался, кто-то не успел, кто-то стесняется, может. Это школа. Школа – это школа. Так. Дальше. Халлан. Халлан. Халлан – это у нас. Вспоминаем. Что мне в этот раз в очках плохо сидеть. Мне они обычно, наоборот, помогают, и мне плохо от цвета. А в этот раз мне прям давит на глаза. Ну и камере неудобно. Она мне тут сверху вниз показывает. Знаете, как это. Так, Халлан. Халлан – это у нас. Халлан – это у нас небо. Значит, давайте вспоминать, какие мы слова с вами повторили. Мы с вами повторили. Попробуем давайте с русского на якутский вспоминать. Мама – это у нас ие. Папа – это у нас ага. Ребенок у нас ого. Бабушка у нас эбе. Дедушка у нас эге. Медведь у нас эге. Также пишется как дедушка. Утром сарсерда. Днем кюнюсь. Ночью тюн. Вечером кеге. Для чего вот интересно запоминать слова сарсерда, кеге, да, кюн. Есть как бы приветствие, вот как в английском good morning, там, или в русском доброе утро. Вот на якутском будет это «Ютюэ сарсырданан», «доброго утра» пожелание. А если просто «доброе утро» будет «Ютюэ сарсырда», это «доброе утро».
Но в якутском чаще говорят просто «добрый день» в любое время. «Тюэкюнинен» – «доброго дня» желают, да? Или просто «тюэкюн» – «добрый день». «Утюэкяхэ», да, «добрый вечер». «Утюэкяхэнен» – «доброго вечера». Также мы сейчас с вами повторили, если, значит, какие слова. Халлан. Халлан – это у нас небо. Школа – это у нас школа. Все, по-моему, из этого повторили. Так, есть такое. Еще планирую, может быть, в Телеграм иногда выходить, но я не успеваю. Я, в общем, стараюсь, на обычной работе работаю допоздна, да, и стараюсь вести 3 канала, потому что один канал слишком много постить плохо получается, для людей они не успевают, и для меня тоже. Мне интереснее, что я то английский, то якутский, то новости. И вот больше эфиров я на якутском веду, на английском вот только-только пытаюсь начинать вести, на скотте не веду, но там на скотте шортсов чаще делаю, что новостей больше намного. Так, давайте попробуем, раз мы про семью говорили, вспомним, как будет семья на якутском. Это из 3 букв, начинается на «ы», заканчивается на «л». Не хватает одной буквы, получается. Иал. Иал. Иал – это у нас семья. Иал – семья. А вот похоже, созвучно с Иал всегда можно вспоминать Тыал. Ну, в якутском вообще так не говорят Тыал. Тыал. Ну, как-то быстро говорят, что ли. Тыал. Ну, я больше все тяну слова всегда. У меня так не совсем правильное произношение. Ну и запоминать легче, что Иал – семья, Тыал. Многие, наверное, когда быстро говорят тыл. Как-то так быстро говорят. Ну, я вот так проговариваю. Тыал, ветер. В общем, так. Дальше. Сейчас у нас идет зима. На якутском это у нас что будет? Как будет? Кыгын. Зима. Кыгын. Зима. Кыгын. Зима. Очень похоже, только через «ю», как «y», да? Кыгын. Кыгын. Это у нас чуть-чуть раньше. Это осень. Кыгын. Осень. Напоминаю, все эти слова есть в Телеграме Can Learn КТ. Как он в Ютубе называется, Can Learn КТ. Канал. Также он находится через собачку в поисковике Телеграма. И там есть тесты, и слова эти выписаны. Просто хотелось бы все повторить, так как были большие паузы между вот этими словами. Кстати, вспоминаем, как у нас будет... Сейчас мы узнаем несколько слов. Это «юрех». Юрех. Юрех – это у нас что? Вспоминаем. Речка. И вспоминаем сразу шоссе такое есть. Хатын-Юряхское шоссе. Хатын – это у нас береза. Хатын. Что-то опять язык. Хатын. Хатын. Н здесь идет как н, нг, нг. То есть она такая там н. Я, может, не так произношу идеально. Но, в общем, она произносится не как н, а нг, нг. Хатын, хатын, хатын. Там как-то произносится так. Вот, хатын – это береза. Ну и вот у нас многие не задумываются, Хатын-Юрях, Хатын-Юряхское шоссе – это береза, речка переводится. Юрях – речка, Хатын – это береза. Не берез, как я написал. Береза. 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 Так. Далее. Кстати, там, где Исех проходит, называется Усь-Хатын. Усь.
Üs. Это у нас так. Ю, Alt Ю это Ü. Üs. Üs это у нас что? Это 3. Bir, iki, üs. Да. Вот это я, кажется, написал. Поддержите лайком трансляцию. Поддержите комментарием. Или вам интересно просто слушать, но вы можете меня перебивать, вставлять что-нибудь. Мы будем хотя бы немножко отвлекаться. А то, когда много информации, можно как бы это тяжеловато бывает. Üs это 3, а хатын, это только что мы проходили, хатын это береза. Получается, üs хатын это 3 березы. То есть все, кто здесь на эсэх летом, эсэх это якутский Новый год, так считают, ну так условно. На самом деле это не прям так, что якутский Новый год, но это один из самых главных праздников. И самых прекрасных дней. Наверное, только вот в этом году была плохая погода и холодно. А так обычно самая жара, тепло, все едут на природу, ночуют в палатках, в машинах, на природе, вот в Иш-Хатыне, и березы где, да? Так, давайте вспоминаем все слова, которые мы с вами проходили только что, да? Значит, вспоминаем, как будет у нас осень. Это кюхün. Зима, похожа на кюхün, только через и. Кюхün. Семья. Ыал. Ветер. Похоже на ыал, только добавляем ты. Тыал. Так, зима, осень, ветер. Утро. Сарсерда. Ночью. Тюн. Днем күнүс, вечером кехе, береза хатын, 3 üs, 3 березы, üs хатын, речка үрях, хатын береза, үрях речка. Получается хатын үряхское шоссе, это береза речка. Давайте я этот напишу еще раз. Мадун. Это ЦСКА Мадун есть спортивный комплекс. Это мощный. Есть Дахсун. Запоминайте, это такие ходовые. Можно по городу ходить и запоминать. Дахсун дерзкий. Ну, там идет несколько синонимов, но лучше запоминать так, что это тоже относится 100%, что это мощный и так далее. Что Мадун на М мощный, Дахсун на Д дерзкий. То есть какая-то ассоциативная должна быть. Долгун – это бассейн у нас. Сразу ассоциация с чем? С волнами, с водой, поэтому долгун – это волна. Чолбон – это северная звезда. Ну, там не совсем так, но суть примерно такая. Там вообще идет больше как астрономическое такое описание. Сулус – это у нас просто звезда. Сулус. У меня вот есть Сулус, медальки, Сулус Спорт, это я звезда спорта, я в беге выиграл первые и вторые места, у меня вот есть от фирмы Сулус. Так, школа, школа, ну, похоже, да, в данном случае на русское произношение. Ветер тыал. Халлан. Халлан, вспоминаем. Халлан – это у нас что? Думаем. Небо. Халлан. Ветер тыал. В общем, очень важно повторять слова не только переводя с якутского на русский. То есть услышали, можно даже с якутского на русский уже лучше понимать, допустим, что Мадун мощный, Üs-3, Хатын береза, Сарсер до утра. В обратную сторону тоже надо с русского на якутский. И в этом вам поможет мои бесплатные тесты в телеграм-канале Can Learning КТ. Также поддержите донатом, попросите какую тему разобрать, я вам сниму шортс. На этой неделе для Мираса буду снимать. Спасибо огромное, получил донат. Буду, скорее всего, местоимения разбирать. Так,
Давайте попробуйте угадать. Тоже русифицированное слово, заимствованное. Эскап. Эскап. Подумайте, напишите. Эскап – это у нас шкаф. Кто знает, тот молодец. Тоже давайте похожее скажу, чтобы было больше заимствованных слов, чтобы можно было больше запомнить слов. Можно сказать остуал. Остуал. Так, остуал. Стол – это стол. Вообще очень многие могут сейчас разные комментарии писать. В некоторых улусах по-разному говорится. Естественно, стол – это заимствованное. Некоторые используют другое заимствованное слово из другого языка. Ну, в данном случае я объяснял, что лучше и на английском, и на русском первые слова искать более похожие. То есть мадун мощный, на мэ хотя бы. Хоть какие-то ассоциации должны быть. Стол, стол. Которое мне говорят, как будет стол по-якутски, оно не совсем правильное. Оно, может, разговорное больше, но не является таковым. Это как мне, помню, из Краснодарского края писали, что балык – это какая-то часть рыбы, потому что к ним так привозили, и они спорили, прям в комментариях писали, а я спорить смысла не вижу, потому что это странно спорить. Балык – это рыба на всех тюркских языках. Вот. А то, что им привозили, и они так приняли, что это там часть рыбы какая-то там засоленная, недосоленная. Но это их видение, это их мирозрение, они в Краснодарском крае живут. Вот. То есть некоторые слова не совсем правильно применяются. Так, стол, стол, скап, шкаф, школа, школа. Вот видите, уже если похожие взять заимствованные слова, близкий по звучанию, то уже вы еще 3 дополнительных слова знаете. Так, речка – это у нас Юрех, а есть еще Юрюсь. Так, это Ё, да? Альт Ё. Да. Юрюсь. И Y – это Ю. Альт Ё, Юрюсь. Это просто река, Юрюсь. Как будто бы, да, звучит что-то такое похожее. Юрюсь, река. Юрех – речка, Юрюсь – река. Юрюсь. Так, что еще можно сегодня вспомнить? Что можно сегодня еще вспомнить? Хахан, наверное, пока не будем. Хахан вы можете сами повторить. Я вам записывал там и Белыры, и Гил там и так далее. Там можете и Шворцы крайние посмотреть. А сейчас мы с вами, наверное, вспомним более ранние еще. Так. Может быть, тут как раз повторить местоимение с вами. Может быть. Может быть. Так. Давайте повторим все-таки местоимение. Как раз потом мы шорт сделаем на неделе. Я надеюсь, хватит мне времени. Я иногда сценарий на работе пишу, иногда записываю на работе по-разному. Но не всегда на это время есть. Так. Мин. Мин – это у нас я. Мин – это я. Я – это мин. У меня, я не знаю, вам давать сразу так сложно или не давать. У меня, то есть мин – это я, а у меня мехе. Мехе – это у меня. Н, мин, я, Н – это ты. Н – это ты. Иехе, 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 иехе – это у тебя.
Получается мин я, меге у меня, эн ты, эеге у тебя. И в обратную. Ты это эн, я это мин, у меня это меге. Видите, у меня, как вот созвучно можно сказать, меге, у тебя эеге. Как будет он, она, оно? Кто знает, как будет он, она, оно? Так, он, она, оно. То есть якутский язык, он немножко похож на английский в чем-то. То есть там тоже, да, есть некоторые моменты, наверное, когда it, да, используется, что там можно сказать про неодушевленный предмет, например, он, она, оно. Ну, в якутском можно и про одушевленный, да, сказать, он, она, оно. Так получается. Вот, допустим, что интересно, вот мало кто знает, но по-английски зубы – это teeth, вот, а по-якутски это тоже teeth. Вот так необычно. Т, 2 И и С – это зубы, teeth. Вот так вот. Так что якутский и английский, тут уже неизвестно, скорее всего, англичане уже заимствовали. Все может быть. В общем, он, она, оно – это у нас что? Кини. Кини – это у нас он, она, оно. Так, а сколько мы в эфире, интересно, по времени? Минут 40, да, примерно, наверное. Так, кини, он, она, оно. У него, у нее. Добавляем эхе, да? Кини, эхе. Ну, смотрите, какая закономерность, да? К мин мы как бы к корню ми, да, добавляем эхе, мехе. К н добавляем иехе, да, получается н это иехе у тебя. И кини это он, она, оно, кинехе. Салем. Али 1989. Калайсын. Калайсын. Калайсын это, по-моему, как дела, да, наверное? В якутском как дела это как тох санун. Какие новости? Санун новости. Санун новость, а тох что, да? И получается, какие новости? Тох санун. Али 1989. Вы откуда? Я из республики Саха-Якутия. Мы с вами близкие тюркские народы, очень близкие, я считаю. У нас балык, рыба, у нас очень много слов похожих. Если у вас, если вы из Казахстана или Кыргызстана, да, то у вас, по-моему, ну да, правильно вы говорите, мы Россия, то у вас, по-моему, у нас Хаган когда, а у вас то ли Качан, то ли Кашан. Вот, по-моему, на казахском был Качан, по-моему, а на кыргызском, по-моему, Кашан, если не ошибаюсь. Тоже когда, то есть очень близкие, да, Казахстан. Казахстан у вас очень... мечтаю побывать в Казахстане. Очень и наслышаны, и знакомых много хороших, и были друзья, кто ездили. Якутский язык существует. Да, якутский язык существует, он называется саха-тыла. Якутский язык. Тыл – это язык, да? Саха – это вот якутский. Вот. И у вас, кстати, есть казахские армрестлеры очень сильные. Может быть, знаете, был Кадыргали Ангарбаев, это был в тяжелом, по росту при тяжелом выступал, очень сильный, сейчас что-то травмировался. Артем Морозов у вас сильный армрестлер, классный. И Алимжан, что это был Алимжан, по-моему, зовут.
Он сильнейший на левую руку просто. Вот они будут скоро два казахских армрестлера бороться друг с другом в супертяжелом весе. Два сильнейших на левую руку в мире, наверное. Вот я вообще думаю, что Алижан сильнее, конечно, Морозова, но Морозов выглядит, конечно, монструозно. Удивительно, как он Виталию проиграл, там травмировался. В общем, у вас очень много интересных и спортсменов, за которыми интересно наблюдать. Алижан, не Алимжан, Алижан. Алижан его зовут. Так, Кинехэ, значит. Я написал вам. Кинехэ – это у него, у нее. Кинехэ. Кинехэ. Это... Ой, куда я пошел? Да, Рахмет. Вот у вас Рахмет, спасибо, да, как благодарю, да, а у нас Махтал. Кинехэ. У него, у нее. Мне вот недавно на работу приходил с Казахстана мужчина, он мне рассказывал, что Ататюрк, если я правильно, я почему-то забываю, когда надо что-то умное вспомнить, я начинаю забывать, а так я всегда помнил, что он приезжал на север, и вот он много очень привнес в якутский язык, и это турецкий, да, насколько я помню. Вы знаете родной язык? Ну, я не все знаю, я как бы тоже его изучаю и так далее. Я считаю, что если плохо знаешь, надо это изучать, хотя бы слова там и так далее, и интересоваться. И вот как бы вот постепенно все больше и больше слов вот можно узнать и понимать больше. Вот, даже если вот как мой курс, вот этот, который я делаю там, Аган, когда, да, разговорный, сейчас музыку потише сделаю там. Вот я опубликовал там шорты и отдельно опубликовал слова. Какой ты язык учишь? Я английский учу, а в данный момент якутский язык, вот, это канал якутского языка. Но у меня английский, наверное, получше, честно говоря. Ну, вот так вот интересно, и когда от одного языка устаешь, голова устает, переходишь на другой язык, и как будто бы это свеже становишься. Так, якутские есть школы на родном языке? Да, есть национальные гимназии, так сказать. Ну, раньше точно были такие, потом в Улусах, наверное, много таких школ. У нас, к сожалению, когда я рос, я человек не молодой уже, у нас то преподавателей не было, то еще что, у нас и английского-то не было периодами, и якутского-то он был, то не было. Поэтому многие, кто в городе родились, все по-русски говорили, и мало кто что знал. И вот, потом приходится вот наверстывать, пытаться что-то узнавать, учить. Вот, когда узнаешь свой язык, как-то теплее внутри становится, что ли, не знаю, свои корни как-то, ну, надо, я считаю. Не то, что даже надо. Я влюбляться стал в язык, в всю культуру, гордиться больше начинаешь, и как-то так. Не знаю, как выразиться. В общем, больше проникаешься, больше начинаешь что-то понимать. Вот. Ну, естественно, я всегда преподношу это не как... Я, наоборот, плохо знаю русский язык. Ну, вроде, Али, вы неплохо пишете. Может быть, не идеально, но вы, может, торопитесь. Но очень даже я все понимаю, и все классно. Ну, в Казахстане, насколько я известно, я это поддерживаю, что кириллический язык переводится на латинский алфавит, и все слова. Это все нужно, по идее, бы в Якутии так сделать, чтобы тюркские все языки могли друг друга изучать, познавать, потому что сложности есть, что у нас разные алфавиты. Хотя вот когда Ататюрк
тоже участвовал в становлении якутского языка. Один из моментов вот считалось, что вот алфавит вот ваш с Казахстана, вот там один человек хороший мне вот рассказывал, что считалось, что вот наш якутский алфавит, который он помогал составить в те времена далекие, он был как идеальный, как эталонный, что-то в этом роде. Но от этого давно ушли, и уже несколько раз алфавиты якутские менялись. Вообще якутские алфавиты там были, и я уже забыл, с Индии вот какой-то там алфавит был, вот, найдены такие даже древние письмена. То есть под действием, видимо, может, каких-то конфликтов и завоеваний влияло все на потерю алфавита и так далее. Ну, в общем, я за то, чтобы тоже вот как в Казахстане, чтобы постепенно переводили якутский с кириллицы на латиницу. Что все языки, вот и тюрки смогут нас понимать и учить, и слова будут легче восприниматься. Что вы молодец, родной язык интерес есть, много кутов не хочет на родном языке говорить. Ну и почему хотят? Возможности такой нету. Мы воспитываемся в России как россияне, и в городах особенно, если вот говорю, мы с детства говорили, это сейчас маленько еще идет, мне кажется, что начинают, что иначе язык потеряем. Уже многие не знают, как правильно писать. Многие пишут вместо «х» там мягкий знак там, и так далее, вместо «г» пятерку там, и так далее. И начинается уже неграмотность идти. Многие умеют шикарно разговаривать, но не умеют писать, или не умеют правильно там читать, я не знаю. Вот. А так как если ты выращен чисто на русском языке и никто не говорит, ну, естественно, сложно. Если бы с детства все разговаривали как бы и на русском, и на якутском, это бы само легко, естественно, шло бы. Но, к сожалению, такого не было. Вот. Я всегда говорю, к сожалению, потому что даже смотрим африканские страны там, и там, в мире, в многих странах по несколько языков знают. Там, допустим, в Африке и французский, и английский. Вообще английский в мире многие знают и спокойно разговаривают, как в Европе, в Индии там почти все, там, ну, много, большое количество, хотя там ну, не самая богатая страна. То есть обычно это именно на общение ставится, что это новые нейронные связи и так далее. Полезно знать языки, общаться, культуру узнавать. Так, что мы еще? Давайте сегодня еще повторим. Ким. Ким это у нас кто? Ким это кто? Ким это кто? Кимехе это у кого? У кого? У кого? Кимехе это у кого? Если сейчас не развивать родной язык, через 10 лет потеряете родной язык, потом не будет нации. Да. Ну, сейчас даже я заметил, и менталитет маленько меняется, что у нас все-таки якутский менталитет, он такой более прямолинейный такой, а мужчины тоже такие более такие, как сказать, мужественные, это вот якутский менталитет, девушки тоже такие у нас, обычно девушки саха, да, ну, то есть по-русски якутка, да, по-якутски это саха, девушка саха или парень саха, они более такие вот наши девушки такие, а сейчас уже поколение идут, даже, может быть, и выглядят как саха, но когда воспитаны по другому менталитету, они как будто немножко потерянные становятся, не такие, не хватает. Вообще я заметил, надо вот больше это мужественности, что ли. Вот. Это может даже не нашим имеется в виду, в саха тут много таких мужественных и так далее, а вообще в целом вот, с европейским складом, менталитетом, с этим толерантностями всеми, слишком мужчины мягкие становятся. Мужчина не должен быть мягкий. Богдан, привет, из какого города? Столица Республики Саха-Якутия, город Якутск. Ну, я человек Россия, у меня бабушки с дедушки из 4 регионов разных. Вообще много лет жил в Москве. И получается, вот человек Россия такой. У меня Республика Саха-Якутия один дедушка, потом Еврейская автономная область другой дедушка, но там он все равно тоже такой Саха-Долган, как бы. Бабушка с Костромы, русская, да, и другая бабушка с Архангельска,
Это русская Кареловепс, финно-угорка. Вот. И вот получился я такой смешанный, и мои родители. Поэтому я себя называю человек России, что я со всех регионов. Вот. Ну и вообще я про мужчин, если говорить, я про отношения вообще люблю говорить. Удивительно, что на своем канале Скотт еще не начал это делать. Мужчины слишком подкаблучниками стали. Ну, надо уважать себя, начать. Мы женщины избаловали этими соцсетями. Ладно, не в этом дело. В общем, мужчины должны быть мужчинами. Так. Что мы, значит, повторили с вами? Я – это Мин. Спасибо большое, что вы пишете за ваши диалоги, что вести один монолог – это тяжело, а так интересно очень. Мы с вами и учим, и что-то разговариваем, отвлекаемся. Так интереснее. И думаю, для пересмотра будет интереснее, чем просто, когда называю слова. Значит, вспоминаем. Я – это Мин. У меня – ме-э. Ты – это Н. Воздуха наглотался. У тебя – е-хэ. Он, она, оно – это кини. У него, у нее – кине-хэ. Кто? Ким. У кого? Киме-хэ. Закономерность чувствуете? Так. Сколько мы времени с вами в эфире? Можете еще что-нибудь задавать? Почти час. Я думаю, можно повторить, в принципе, все слова, которые мы с вами сегодня прошли. Значит, вспоминаем про маму, папу там и так далее. Попробуем повторить. Значит, дедушка, попробуем с русского на якутский. Дедушка или медведь – это эгэ. Бабушка – эбэ. Мама – ие. Папа – ага. Ребенок – ого. Мальчик, парень, юноша – уол. Девочка, девушка – кыз. Хаган – когда. Никогда – хаганда. Утром – сарсерда. Вечером – кехэ. Ночью – тюн. Днем – кюнюсь. Что мы проходили еще? Семья – эал. Ветер, похоже на эал, тыал. Да? Тыл. Тыал. Так. Хатын – это у нас береза. Струин, там не пишите ничего. Как дела, как на якутском? Тохсонун. Какие новости, как дела? Тохсонун. Сейчас напишу вам. Тохсонун. Так пишите. Ну или дословно, что нового, да? Что нового, Тохсонун. Ну, обычно считается, что это как дела. Калайсын. 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 Красиво звучит Калайсын. Интересно. Калайсын. Что на турецком я что-то такое тоже помню было. Ну, как на турецком. Как дела? Или я путаю? Насылсын. На турецком насылсын был. Просто созвучно немножко. Насылсын. Рахмет. Так.
Мы повторяли же с вами. Значит, дальше. Да, спасибо, Рахмета. Я помню Рахмета, вас, по-моему, как благодарю даже, да? У нас Махтал. Благодарю. Ну, а есть еще русскоязычное, просто спасибо, Багыба там и так далее. А так Махтал у нас благодарю. Благодарность. Махтал. Насколько я понимаю, хэ Махтанабын. Благодарю вас. Ну, в Якутском много как не говорят. Допустим, говорю, что у тебя кененен чаще говорят. Если буду говорить у тебя сырданан или у тебя там кегенен, не очень привычно. Мактау, да? Не, Махтал. Прям так и пишется, Махтал. Я смягчаю это, у меня, наверное, с английского пошло. Просто Махтал. У меня там в свое время, у нас ресторан такой Махтал есть. У нас это... У меня там свадьба была в свое время. Это в самом центре города. Классно. Классное место было, и классный ресторан был. Сейчас он просто столовкой стал, по-моему. Тогда было прям здорово. Так. Значит, что мы там повторяли? Хатын. Это у нас береза. Юрях – речка. Хатын-Юряхское шоссе – это у нас березовая речка. У вас интересный язык. Спасибо. У вас тоже шикарный. Кстати, в Казахстане, когда было, я еще следил, помню, как играл у вас там. У вас же наши звезды приезжали. У нас самый лучший футболист был Аршавин. Он как русский Месси, да? Российский Месси. Вот он у вас играл. Еще у вас Тимощук играл. Завершал карьеру. Он тоже хорошо играл. И еще кто-то играл. Многие играли. В Кайрате. У меня, кстати, друг Кайрат зовут. Насколько я помню, Кайрат это, по-моему, с казахского типа бриллиантик, алмазик, что ли. Если я не ошибаюсь, если память не подводит. Так, в общем, мин – это я, мехе – меня, эн – это ты, эехе – у тебя, кини – он, она, оно, кинехе – у него, у нее, ким – кто, кимиэхе – у кого, ким – кто, кимиэхе – у кого, тыал – ветер, гал – семья, халлан – небо, Кыгын – осень, кыгын – зима, юсь – 3. Что мы еще проходили сегодня? Ускуала – школа, устуал – стол, искав – шкаф. Специально такие слова попроще. Так, ну как-то так, по-моему, все повторили. Смотрю в чате, что я еще писал. По-моему, все. Ну река Урюсь, река, Урях – речка. Ну еще я писал про название наших торговых центров и спорткомплексов. Спорткомплекс Мадун – это мощный, на М мощный. Дохсун на Д – дерзкий. РЛ, ТЦРЛ – это надежда. Урюгё – это триумф. Я не знаю, не писал, наверное, просто проговаривал. В общем, триумф – это у нас пишется Урюгё. Это через Ё, альт Ё, да? Урюгё. На триумфе у нас сейчас надпись появилась на русском, на якутском и на английском, сколько я помню. Урюгё – это триумф. Спасибо за ваши лайки, за комментарии. Так. Долгун – это у нас волна. Бассейн у нас такой Долгун. Чолбон – это звезда. Не пишет опять. Вот стоит. Так. Какие еще интересные у нас названия были? РЛ Надежда. В общем, такие дела. Что-то вырубился свет, да? Разрядился. Я даже не заметил, как у меня разрядился свет. Быстро садится, конечно, лампа.
Так. Ну, в общем, наверное, достаточно. Мне кажется, эфир хороший получился, интересный, благодаря тому, что вы писали. Приятно всегда познакомиться, будем знакомы. Ну, в конце, наверное, повторюсь все, что я повторял, что у меня есть 3 канала. Это вот английский язык хочу и смогу, Can Learn English. Там изучаем английский. Якутский, Can Learn КТ, изучаем якутский. Есть телеграм-группы одноименные. В общем, делаю тесты бесплатные. Есть телеканал, есть YouTube-канал Скотт. Там у меня есть некоторые видео за 1 миллион вышли, но подписчиков пока там немного, зрителей. Мне вообще не нравится слово подписчики, мне кажется, постоянно зрители бы как-то назвали или что-то такое. Как-то звучит не очень. В общем, подписывайтесь, смотрите, если захотите, чтобы я вашу тему разобрал, отправляйте донаты с комментарием. Я буду делать в своем стиле шорты, смотрите мои шорты. Давайте я попробую вам показать, если я сейчас включится здесь. У меня еще на канал, так, как показать вам? Ссылку на канал скину. Вот я про штатив снял сегодня видео. Так. Не знаю, откроется у вас ссылка, не откроется. В общем, называется канал Скотт. Я там такой короткий видеоролик снял. Про штатив, который забрал с Озона. Вот, на нем публикую вот новости спорта, армрестлинга, бокса, какие-то прогнозы делаю иногда. Ну, все, что меня интересует, там, про звезд, про ЧБД и так далее. Там перспективный в целом канал, хотя пока зрителей немного, но есть просмотры хорошие прям. Так. Это сказал. Ну, в целом как-то так. Спасибо, что были со мной. Стараюсь выходить по понедельникам, как бы, даже когда нет, вот как сегодня, сил после работы. Но интересно с вами общаться. Надеюсь, мои видео будут интересны тоже. И полезны. Для меня самое главное, чтобы полезны были. В общем, вроде все сказал. В общем, всем доброго вечера. По-якутски это Утюэ Кехенен. Вот. Желаю доброго вечера. Все, всем счастливо. Увидимся в шортсах или увидимся в следующем эфире. Стараюсь в понедельник вечером. Примерно в это же время. Все, до свидания, пока-пока. Кирсяхадяри. По-якутски до свидания. Немножко с акцентом говорю, ну, как есть. Как мне ее восстановить? Я не привык с фронтальной камеры вести.